В медицинском институте Сыктывкарского госуниверситета обновили симуляционный центр. 8 единиц техники пригодятся студентам при отработке практических навыков во время учебы и для аккредитации врачей. Все оборудование отечественного производства, потому проблем с обслуживанием и ремонтом не будет точно. Виктория Палкина подробнее. Только по одному пульсу будущие врачи смогут ставить минимум 10 диагнозов. Пока же прощупывать пульс студенты СГУ будут учиться на Леонардо. Автономный беспроводной робот-симулятор взрослого пациента можно запрограммировать для отработки любых ситуаций, от сердечного приступа до открытых ран. А это уже Артур. Ему лет 8 по заводским характеристикам. Зрачки реагируют на свет, сам он активно общается со студентами и вполне справляется с ролью настоящего пациента. Это позволяет будущим врачам отработать навыки и постановки диагноза, и оказания первой помощи. Сейчас есть очень много технологических решений, которые более ускоренно позволяют подготовить хорошего специалиста-врача. И как только появляются эти новинки, мы стараемся обязательно закупать с тем, чтобы наши студенты комфортно и качественно обучались и решали многие медицинские вопросы, уже не выходя из стен нашего университета. А так выглядит уже виртуальная операционная, портативный виртуальный симулятор лапароскопии с обратной тактильной связью. Здесь студентов учат многим тонкостям хирургического искусства. Сложное высокотехнологическое оборудование, которое позволяет приблизиться к операционной. То есть понятно, что полностью оно не может заменить. Сегодня все это оборудование поможет в подготовке студентов и ординаторов. С этого учебного года в медицинском институте открыли ординатуру по 4 направлениям. Это терапия, кардиология, анестезиология, реанимация и хирургия. То есть мы будем сами готовить наиболее необходимые медицинские специальности для нашего региона. В планах медицинского института запустить ординатуру и по гинекологии. Сегодня именно по этим направлениям в регионе особо остро стоит кадровый вопрос. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.